Проша, смотри, у меня есть настенный календарь. Белла, зачем тебе нужен календарь? Здесь я буду отмечать все особые даты. Наш день рождения я уже отметила. Смотри. Белла, ты здорово придумал. А сколько осталось до моего дня рождения? И до твоего? Проша, Белла, что случилось? до маминого дня рождения осталось 4 месяца. Мы же обещали себе, что следующий день рождения мамы купим ей настоящий ценный подарок. Да, те самые серьги, которые мы видели в магазине. Но, Белла, до дня рождения еще целых 4 месяца. Зачем торопиться? Проша, в книге советуют заранее готовиться к покупке дорогого подарка. А почему? Потому что если не запланируем и не начнем копить, у нас ничего не выйдет. Да, Белла, красивые серебряные серьги стоят дорого. Проша, не расстраивайся. У меня есть план. План? Какой план? Я его назвала «Накопить на подарок». Накопим на те самые серебряные серьги? Здорово! Да, Проша, смотри. До маминого дня рождения осталось 4 месяца. Да. Мы за эти 4 месяца можем накопить 5000 рублей на покупку маминого подарка. И каков план по накоплению? Слушай внимательно, Проша. Ты уже понял, что мы будем копить из карманных денег? Нам нужно распланировать свой бюджет. Да, Белла, чтобы хватило и на свои нужды, и на накопление на подарок. Да, итак, чтобы накопить на мечту, нужно иметь цель. У нас есть цель. Это серьги на подарок маме. Правильно. Мы уже знаем цену наших сережек. Они стоят 5000 рублей. И самое важное в достижении цели – это откладывание денег. Я понял, из карманных денег, которые выдают нам родители, нужно откладывать часть. Да, каждую неделю родители выдают нам карманные деньги. Эти деньги разделяем на 2 части. То есть часть оставляем на свои нужды, а часть откладываем на подарок. Но, Белла, карманных денег так мало. Еще только часть из них нужно откладывать. Боюсь, так мы за 4 месяца не сможем накопить. Прошу, не забывай про карманные деньги, которые дают нам бабушка с дедушкой. На конфетки, мороженое их можно не тратить, а откладывать. Да, и вправду можно так сделать. Еще родители дополнительно выдают деньги на проезд. Да, дают. От денег на проезд можно тоже откладывать. Бывает ведь так, что мы можем пойти пешком. До дома дедушки и бабушки, например, всего 1 остановка. Точно, Белла. Мы часто с друзьями ходим пешком, а деньги тратим на сладости. Теперь у нас есть цель и деньги, оставшиеся с проезда. Будем класть в копилку. Ага. А еще, Белла, мы забыли про тетю и дядю. Они ведь нам подарили на Новый год вместо подарка деньги. Мы их дали папе, чтобы он отложил. Давай их тоже используем на подарок. Вот видишь, Проша, если разумно распределять свой бюджет, то можно с карманных денег купить дорогой подарок родным и даже себе. Здорово! Белла, вот, держи деньги от проезда. Положи их в копилку. Поездку всем классом на экскурсию отменили.